далеком детстве, долгими зимними вечерами бабушки и дедушки сказки нам рассказывали. Да-да, давние времена, говорят, жила семья. В бедности, в нищете. Да? Да, была у них одна надежда. Подрастал у них морец. Аминбек. Приходилось мне бывать. Тебе, единственному сыну, 1000 рублей в дорогу дать. 1000 рублей? Мне? За эти деньги можно весь мир мне познать. Чтобы красиво жил, богато, и нужды не знал ни в чем. Торговлю мы избрали, чтобы сын ты стал купцом. О, себе лавки откроешь, ловко будешь торговать, будешь сытым и довольным. Потом будешь поливать. Счастливый путь тебе, сынок. Будь терпелив, и будет прок. Отец, мать, спасибо. Не беспокойтесь за меня. Ваш сын не пропадет. Сопутствует удача. Ай, да наш сын молодец. Наконец-то. Вы попался, сын. Аминбек идет вперед. Через леса и поля. Сердце юное трепещет. Впереди что ждет меня? А в душе одно желание научиться ремеслу. Неизвестность впереди. Что же ждет его в пути? Ой, не хочу я быть торговцем. И купцом быть не хочу. Как? Что? Ну, деньги тратятся зря. Не такой уж я простой. Не проведешь меня. Надо же! Ох, здорово! Здорово! Долго, коротко, лен шел, но 7 дней пути провел.
читать-то не умеет. Кто желает научиться петь? Кто желает научиться торговать и быть купцом и словцом, пусть идет. А куда, скажи, идти? А? Читай. Читать? Нет. Ты не умеет. Кто хочет, желает научиться торговать и быть купцом, ловцом. Наш учитель Магалим. Почтенный Хакимзада, достойных обучит, премудростям научит. Да все, Оля, Аминка, что же делать? Как тебе быть? Магалима надо разыскать. Точно! Сейчас же к нему пойду. И желаемое у него найду. Отыскала Магалима. Стал учиться день и ночь. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ашхаду ан ла иляха илляллах. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yawmiddin, iyyaka nasta'in. Агильбек, ты прелестный ученик. Ровно за год обучения тайны знания постиг. Пусть эти познания принесут тебе удачи. Учитель, благодарность от меня. Возьмите эти деньги. Чему я научился, это ваши заслуги. Аминь. Аминь.
Ну что ж, раз вы хотите, стану я купцом. Да-да, обрадуй-ка отца. Верю, что наш сын превратится в благородного купца. Аминбек собрался в путь, идет в деревню не спеша. В далеком детстве, долгими зимними вечерами, бабушки и дедушки сказки нам рассказывали. Да-да, давние времена, говорят, жила семья. В бедности, в нищете. Была одна надежда. Настал у них малец. Аминбек. Всей душой они желали, чтобы сын их стал купец. 10 лет прошло с тех пор, Аминбек уже подрос. Мать с отцом тогда решили, мир пора ему познать. Да-да, днем и ночью на охоте приходилось мне бывать. Тебе, единственному сыну, 1000 рублей в дорогу дать. 1000 рублей? О, 1000 рублей мне? За эти деньги можно весь мир мне познать. Чтоб красиво жил, богато и нужды не знал ни в чем. Торговлю мы избрали, чтобы сын ты стал купцом. О, себе лавки откроешь, ловко будешь торговать, будешь сытым и довольным. Фу, потом будешь воевать. Счастливый путь тебе, сынок. Вот теперь и будет прок. Дед, мать, спасибо. Не беспокойтесь за меня. Ваш сын не пропадет. А это наш сын удалец. Удачи тебе, сынок. За нами мы пока. Аминбек
Аминь. Аминь. Мехмед, прилежный ты ученик. Ровно знак обучения, тайны знания постиг. Надеюсь, эти познания принесут тебе удачу. Аминь. Учитель, благодарность от меня. Возьмите эти деньги. Чему я научился, это ваши заслуги. Аминь. Обрадовались, мать, отец, сын вернулся, наконец. Ну как учеба удалась, долгожданный наш купец? Отец, мать, как учеба удалась, долгожданный наш купец. Отец, мать, купцом быть я не хочу. Всю правду вам скажу, купцом быть я не хочу. Ослушался отца и мать? Сынок, ты опозорил нас. Будут все теперь смеяться и над нами потешаться. Для кого старался я и копил день ото дня, чтоб ты деньги так и растратил и время зря потратил. Тебе стыдно быть должно быть, без денег не гоже. Пока солнце не взошло и соседи не узнали той дорогой, что вернулся, отправляйся снова в путь. Ага, так, вот, возьми, здесь ровно 1000. Трать с умом, их не забудь. С твоей матерью убирали бы зерно. Запомни, эти деньги нам достались. Ох, нелегко. Что ж, сынок, хоть в этот раз стань купцом, обрадуй нас. Так уж быть, раз вы хотите, стану я купцом. Иншаллах. Да, обрадуй-ка ты отца. Верю, наш сын превратится в благородного купца. Опять в город он добрался. Вот и площадь, там народ. И шума гамма вдруг слышит, как лошадный всех зовет. У кого есть Божий дар, и желание, и терпение, тому вперед на учение скрипач, непревзойденный маэстро наш. Скрипач вперед на учение? Вот это мне по душе. К нему пойду непременно. Немедленно пошел. Вон у города прошло. К вечеру отыскал, и в дверь он постучал. О, маэстро! Бонжурно! 1000 что есть у меня? До копейки все отдам. Прошу,
Научи играть на скрипке. Вот так скрипку ты держи. Все запоминай. Смотри. Есть старание и терпение. Природный дар есть в тебе. Эй, Прошел месяц, прошел год, а Минбек-то возмужал. Красавцем парнем он стал. Как он? Играя, всех в округе изумляет. Браво! Брависсимо! Превзошел меня мой ученик! Затронул ты душу мою! Учитель, возьмите. Подарю тебе скрипку свою. О, учитель, о, маэстро, от души благодарю. Скрипку я это беречь буду, а вас я не забуду. Пусть услышат во всем мире, как музыка звучит в тебе. Аминбек собрался в путь, идет в деревню не спеша. А вдруг в дороге повстречала ему девушка одна.
Ой. Эх. На скрипке весело играя, домой вернулся Аминбек. Мать с отцом удивились. Что за музыка слышна издалека? Отец! Мать! Вернулся. Боже мой! Что я вижу опять? Вот. Как ты мог? И за это вот скажи нам, свои деньги ты отдал? И надежды наши снова ты, сынок, не оправдал? Отец, мать, не потратил денег зря. Научился я читать, научился я писать. Вот, научился на скрипке играть. Хватит! Терпению моему конец! Сам не нажил ни гроша. Пожалел бы хоть отца. Ой, вот, передай. Последняя тысяча. Не станешь купцом, забудь, где твой дом. Слушайся отца, сынок. Ну, умней будь. Ну, хоть чуток. Эй. Я все понял. Не серчайте. Без меня тут не скучайте. Потрачу денег я умом. Ладно ж, буду купцом. Аминбек. Как послушнейший ребенок, Аминбек собрался в путь. Вот он в городе снова, а там праздник во всю прыть. Вдруг он слышит, как глашатый говорит: здесь учитель есть у нас, он мудрейший из мудрейших, шахматам обучит вас. Кто в ученики ему пойдет, тот никогда не пропадет. Аминбек все услыхав, шахматисту побежал. Намасте. Намасте. Прошу вас, научите меня играть. Шахматистом хочу я стать. Шахматы — это нелегкая игра. Ума большого требует она. Вот черно-белая доска. Жизнь как в зеркале отражена. О, как я хочу научиться всем премудростям игры. Хорошо. Для начала мы расставим фигуры. Вот. Здесь будут король и ферзь. Король и ферзь. Вот солдаты, бравые ребята, защищают короля.
слоном. Учитель мой, так, вот я сделаю конем. Вот. Вот так вот. Да, Аминбек, ты еще молодой. Поспешил ты, Аминбек. Не обдумав, сделал ход. Поэтому тебе шах. Интересная игра получается. Учитель мне поставил шаг. И я не промах. И если я пойду вот так, вот. Учитель, вам мат. О, Аминбек, хвалю, хвалю за игру интересную твою. Учеба пошла впрок. Хороший получил и я урок. Вот спасибо вам, мастер. Мудрости ты научил. Лишь одно тебе желаю, чтобы очень долго жил. Намасте. Намасте. Своим успехом окрыленный домой вернулся Аминбек. Опять все наставления позабыл наш Аминбек. Отец! Мать! Сынок вернулся. Сынок вернулся. Отец! Мать! Спешу вам сказать, что научился я в шахматы играть. Все деревья засмеют нас, а ведь таких неумеха будут говорить про нас. Тысячи разбросал ты просто так. Ну, какой же ты бестолковый. Ну, какой же ты... Раз уж так случилось, что же? Стыдно дальше нам здесь жить? Срочно нужно переехать. Переехать? Собирайтесь, дальний путь. Не послушался сын мой. Из-за тебя покидаем дом родной. Все в телегу погрузили. Оставаться здесь нельзя. И пустились в путь, дорогу. Думали, что иначе им нельзя. Вдруг. Нет, А вдруг. нет хлеба, нет ни денег. Как же дальше будем жить? А вдруг несчастный старик видит, караван идет вдали. Ай, старик, ведь Ассалам алейкум!
своего продам, Что? будет у меня трудиться. Торговать научится. Торговать. Слышишь, мать? Я и сам желал того. Научить не смог его. Ладно, отец, мать, я согласен. Караванчик старикам денег дал. О, несчастный я, сына моему забрал. Трогай караван. Караван снова в пути. Сплошная пустыня впереди. Долгий путь они прошли, не осталось воды. Ни капли. Поливай, нет воды. Пали верблюды без сил. Что я вижу впереди? Не колодец ли? Смотри! Колодец? Колодец! Колодец! Давай, похоже, там колодец. Колодец. Да! Колодец, ага! Колодец! А если там вода? Вода? Кажется, очень глубоко. Ну, полезай! Я... Полезай скорее туда! Ты полезешь туда! Ой, я... Вот. Посадил его в ведро, опустил его на дно. Ага! Ой, здесь нет воды! Нет воды! Воды! Лишь золото одно! Лишь золото одно! Золото! Золото! Наполняй быстрее ведро! Хорошо, Ну, поднимите! хорошо. Много раз Аминбек отправлял наверх полное золотом ведро. Ну, давай, давай! Он все кричал: давай, золото ему подавай! Поднимите! Ага. Ой, ой. Ну, давай еще давай! Не осталось ничего! Стемно. Меня теперь поднимите, огонь! Теперь зачем он мне? Пусть останется на дне. Караванщик рассмеялся, посмотрел по сторонам. На злодейство он решился И веревку развязал. Эй! Руки злата грузите! Трогай быстрее караван! Огонь! Огонь! Ты за что меня оставил здесь? Чем тебе я не угодил? Для тебя же я старался. Столько золота добыл. Аминбеку все стало ясно. В темном сыром колодце остался он один. Но отчаиваться
благодарю. Золото, серебро тебе подарю. Нет, 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 спасибо, не надо, не надо. Одик, если можешь, просто меня на землю подними. Рад тебе помочь. Тимурка, мой верный друг, ты всегда готов помочь оказавшимся в беде. Подними его и высвети. Расправил крылья гордый Тимур, взмыл в небо, как орлан. Полетел он на пустыню и догнал наш караван. Что за дьявол? Что за черт? Я сошел с ума. Как оказался он тут? О, Аминьбек! Молодец! Я и так и знал, верил в тебя. Я же в пустыне нас нашел. Испытание всех нашел. Ой, как сладко говорит. Торопливо что-то пишет. И как старый лист тихонько на Аминьбека все глядит. Вот ступай, Емеля. Вот письмо. Передай хозяйке. Караван полон добра. Пусть к встрече готовится жена. Я все понял. Поскакал. Я чувствую, что-то здесь не то. Не грех ли будет, если я прочту письмо? Больно уж слащаво говорил. Что же он здесь изложил? Так. Жена, посылаю тебе гонца. Как можешь быстрее избавься от этого мальца. А? Ух ты, злодей! Ага. Ага. Подделаю я письмо, и другим станет оно. Так. Этот малый очень славный. Так. Хорошо его прими. Ага. Как умеешь, будь любезна.
не капкан, а попадешь теперь сам. Посмел ко мне прийти, значит, начнем. Знаешь условия мое, проиграешь, обезглавлю. Победишь, царем оставлю. Знаю, вот и пришел. Ну, начинай. Начинается игра. Амельбека, чтоб проверить, сложный ставит ход под шаг. Теперь смотри тебе шаг, пока не поздно уходить. Хитрый ход царя. Видел наш Амельбек? Игру в свою пользу.
Левша, тебе мат. Афарин! Афарин! Ты, Аминбек, меня победил. Сколько лет в шахматы играл, никому не проиграл. Очень умным оказался. У кого-то обучался. Ты вместо меня будешь город возглавлять.